Сәлем достар, сіздермен ауызнамай подкасты. Бұл подкасттың басында тұрған әрине Қостанай облысы Қазақстан халқы ассамблеясы, оның ішінде ассамблея жастарының бастауымен осындай бір керемет подкаст ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Бүгінгі біздің тақырып енді келе жатқан мерекеміздің қарсаңына, Конституция күніне, және де сегодня у нас в гостях ел ағалары. Это у нас председатель научно-экспертной группы при ассамблее Качеев Денис Анатольевич, және де сол кісінің орынбасары деп айтуға болады ғой, орынбасары біздің ел ағамыз, осы бүкіл іс-шараларда көмектесіп жүретін біздің ағаларымыз Тойғанов Мырзабек Сардарбекұлы. Қош келдіңіздер. Рахмет. Мы рады вас видеть, да. Сегодня у нас такая тема, да, это, вообще очень большая тема, да, это Конституция күні, День Конституции. И хотелось бы донести до молодежи, что значит для нас Конституция, что значит этот документ. И хотелось бы, чтобы вы тоже поделились о своем знании о Конституции, чтобы дошло это до молодежи, что они поняли, что это, наверное, не один, а главный документ, да, нашей республики. И такой первый вопрос вообще. Вот что вообще для вас значит Конституция и вообще почему называют это, наверное, одним из главных документов у нас в Казахстане? Конституция лично для меня это не только основной закон страны, как у нас принято говорить, но Конституция — это фундамент нашей независимости. А действующей Конституции, как известно, в этом году исполняется 30 лет. В 1995 году на всенародном референдуме была принята вот эта Конституция, которая включает в себя ряд основных положений, регулирующих политическое устройство нашего общества, социально-экономическое, правовое. И в 2022 году, как известно, президентом Токаевым были инициированы поправки в действующую Конституцию. Соответственно, это было достаточно большое количество поправок, благодаря которым наша страна изменила свое направление, были проведены серьезные политические реформы, были проведены реформы в сфере демократизации, построения справедливого общества, ответственного общества и так далее. Поэтому в этом отношении Конституция — это живой документ. Вот некоторые критикуют, говорят, что Конституция не должна меняться, приводят в пример американскую Конституцию, которая за 200 с лишним лет была изменена всего лишь сколько-то раз, 17, 18, да, и так далее. Но я считаю, что это некорректное сравнение. Почему? Потому что жизнь меняется, общество меняется, и в соответствии с изменениями общества, общей ситуации в мире и так далее, и Конституция может меняться и должна меняться. Вот тот отход от суперпрезидентской республики, который был провозглашен президентом Токаевым, соответственно, это был важный и нужный шаг для нашего общества, а для этого нужно было внести изменения в Конституцию. Это вот мое мнение. Негізі Денис Анатольевичпен келісемін толық. Конституцияны әрбір мысалы бұрыштан, көзқарастан қарастыруға болады. Мысалы еліміздің даму жағынан, оның саяси және әлеуметтік өзгерістер жағынан қарастырған кезде Конституцияның тарихы ол біздің еліміздің тарихымен сәйкес келеді. Сонымен қатар Конституцияға енгізілген өзгерістер, олар бәрі де мынау әлеуметтік және саяси жағдайының өзгеруіне байланысты. Өйткені барлық өзгерістер олар қоғамдық қажеттіліктен пайда болады, туындайды. Өйткені мысалы соңғы өзгерістер 22 жылда болған, олар тек қана өзіміздің елімізде ғана емес, сонымен қатар дүние жүзінде болып жатқан құбылыстарға байланысты. Мысалы Конституциямыздың 93 жылда бірінші Конституциямыз, тәуелсіздік Қазақстанның 93 жылғы, одан кейін 95-ші, одан кейін 97-ші жылда әрі қарай барлық өзгерістер, олар бәрі де сол ішкі саяси әлеуметтік құбылыстармен байланысты. Ал оның сол өзгерістердің шеңберінде оларға егер сипаттама беретін болса, ғылыми тұрғыда, оның ішінде бір жағынан орталықтандыру, немесе биліктің централизация дейді ғой. Централизация немесе бір адамның, президенттің қолында биліктің концентрациясы. Ал екінші жағынан ол демократизация құбылыстары.
сол екі құбылыс бір-бірімен қарама-қайшылықта, бірақ та бірлікте, сонымен қатар күресте болған кезде біздің соңғы 22 жылғы өзгерістер, олар енді 93 жылға біз оралған жоқпыз. Бірақ сонымен қатар біз мықты президентті сақтадық және күшейтілген парламентті құрдық. Өйткені 93 жылғы конституция бойынша біз парламенттік президенттік республика болдық. 95-те енді ол кездегі жоғарғы кеңес парламенттің оның мынау кәсіптігіне байланысты, оның ол кездегі енді өзгерістерге және дүние жүзіне кіру осындай бірінші қадамдармен байланысты жоғарғы кеңес ол өзінің енді көптеген функцияларды атқара алмады. Сондықтан сол кезде әрине президентке билік көшті, ал одан кейін президенттік билік күшейе берді. И сол күшею процесс, оны енді сандық өзгерістер дейді ғой. Сандық көптеген, егер санайтын болса, көптеген өзгерістер енгізілген, олар бәрі де сол билікті күшейткен президенттің. Енді ол процесс, ол құбылыс өзінің енді шегіне дейін жеткен кезде 22-де біз білеміз, белгілі өкінішке орай осындай қайғы оқиғалар болған елімізде. Содан кейін демократизациялау процесі өз қарқын дамуына көшті, и біз қазір міне өзіміздің жаңа конституциямыз міне қолымызда, сол конституция бойынша қазір міне өмір сүріп отырмыз. Тамаша, керемет, спасибо за ответ. И шынымен де қазір енді да, в обществе такое, да, вот, наверное, Конституцию, наверное, мы только вспоминаем, когда, да, День Конституции, особенно среди молодежи, да, вот когда даже мы выходим, делаем какие-то стрит-опросы, да, вот про Конституцию, и наша молодежь, многие даже не знают, что, оказывается, есть такой документ. И вот как вы думаете, вот какую надо делать работу или какой-то маркетинг, чтобы, да, люди знали, ну, молодежь, не вашего возраста люди-то все знают, что Конституция, откуда, как, но среди молодежи, мне кажется, нет такой популяризации. И вот что можно что можно внести, чтобы молодежь знала, что такое Конституция и с чего она начинается, неден басталат Конституция, без бәріміз бірдейміз, мы все равны деген сияқты. И вот какие можно, как вы думаете, вот какие можно среди молодежи вот такое? Ну, мне кажется, здесь речь идет прежде всего о воспитательной работе, о патриотическом воспитании, которое должно проводиться в школьной системе. Это проведение каких-то тематических уроков. Вот, например, в этом году, да, вполне своевременным и актуальным было бы на линейке 1 сентября, когда первые только уроки, они заходят, да, рассказать детям о Конституции, напомнить и так далее, потому что знание Конституции — это знание своих прав и обязанностей, и это должно идти, ну, я бы не сказал, что с детства, детям это тяжело объяснить, потому что им не до этого, а уже с юношеского возраста, те, кто учится в колледжах, те, кто учится в вузах, они обязательно должны это знать, потому что Конституция — это основа всех законов, основа нормативной юридической базы нашего существования, всех кодексов и так далее. Поэтому те положения, которые есть в Конституции, их необходимо знать, чтобы не попадать в какие-то ситуации неловкие или глупые ситуации. У нас сейчас просто люди, многие считают себя юридически грамотными, да, они насмотрятся в социальных сетях и там знают, я знаю свои права и так далее, а вот об обязанностях, к сожалению, далеко не все знают, а в Конституции как раз об этом очень хорошо написано, поэтому здесь я думаю, что, во-первых, нужно хотя бы знать, сколько статей в Конституции, знать, что там вообще написано, потому что очень важные изменения, многие-то помнят еще старый вариант Конституции, а после 2022 года, например, у нас народ является владетелем недр, да, природных богатств и так далее. Народ является фактически источником власти. Это очень важные изменения. Поэтому я думаю, что воспитательная работа, именно патриотическое воспитание, которое проводится в системе образования, должна быть построена вот таким вот образом. Но я думаю, что в рамках концепции Адал Азамат, которая проводится, да, инициированная президентом Казахстана, и знание о Конституции будет являться обязательным.
Да, я думаю, это вопрос правосознания, құқықтық сана сезім, құқықтық мәдениет, правовая культура. Но дело в том, что если взять, например, сравнить молодежь современную и 90-х годов, даже вот когда мы были еще молодыми и студентами, то сейчас уровень это правосознания растет. И, кстати, вот Конституция, изменения 22 года, внесенные поправки, они как раз заложили основы для повышения уровня правосознания. И ярким примером, который вот, ярким эффектом, который был, это, например, бесплатные приемы граждан со стороны правоохранительных органов, органов прокуратуры и так далее. Вот я недавно был в Аулькольском районе, там вот день открытых дверей, или как он называется, когда сотрудники прокуратуры, ОВД и других правоохранительных структур, они принимают граждан бесплатно абсолютно. Я тегін мысалы оларға кеңес береді, белгілі бір мәселелерді шешу. Вот это было инициировано именно после внесения этих изменений, потому что это вот направлено. Но кроме этого, я считаю, что правовое сознание, правовая культура, она начинается с понимания сущности права. Вот, допустим, и с этого начинать должны, наверное, уроки в школах, потому что такое право? Это определенная рамка. То есть рамка, внутри которой, за которую ты выходить не можешь. То есть я шеңберіне сен шыға алмайсың, шығуға болмайды, өйткені ол заң бұзушылық болып саналады. Но в то же время нужно всегда понимать, что внутри рамки ты можешь делать все, что дозволено этим правом. Вот в чем вопрос. И у нас проблема в том, что многие люди почему-то говорят об ограничениях всегда. Вот в чем вопрос. Я встречаюсь, например, с разными категориями людьми, в том числе уже с осужденными, да? Они почему-то говорят только об ограничениях. У нас это нельзя, у нас то нельзя. А я спрашиваю, а вы знаете, что можно? Что вам дает закон? Вы можете вот так думать, вы можете так жить, вы можете это изучать, это читать, вы можете предлагать, вы можете создавать, вы можете созидать. Вот это столько вещей, которые можно делать, но, к сожалению, люди почему-то вот такое однобокое мышление только говорят об ограничениях. То есть они помнят только о том, что нельзя, а что можно, они это не хотят видеть. Вот сондықтан, ал егер ол мысалы біздің жастарға осы құқықтың мәнін ашқан кезде, одан кейін Конституцияны көрсеткен кезде, и когда мы показываем им Конституцию, она дает такой спектр прав и возможностей, и причем все эти права и возможности, самое главное, они защищаются, потому что главной ценностью является человек, его права и свободы. Это очень важно понимать. И я думаю, что вот эти уроки нужно действительно давать со школьной скамьи, чтобы вот эта правовая культура, правосознание, чтобы человек осознавал, что есть право, и оно ему дает много возможностей и еще защищает. Защищает государство. Специально обученные люди этим занимаются. Поэтому очень много есть вещей, которые ребята должны знать. Я шынымен дұрыс айтасыз, біз көбісі бір заңды оқығанда, бір нәрсені осындай бір шектеу бар нәрселерді оқығанда бәрі ойлайды да, запретті оны. Дұрыс қабылдамайды жаңағы. Правильно говорю, да? И правда, когда мы читаем какие-то законы, мы думаем, что это запрещено. Но на самом деле это надо понять с другой стороны, да, вот вы классно сказали, что да, это какие-то рамки, но внутри рамки там тебе тоже дозволено что-то делать, но это та вещь, которая тебя где-то ограничивает, но в пределах ума. Что? Я даже приведу пример из нашей политической жизни. Допустим, наш президент критикует представителей власти, не всех, конечно, а вот иногда, особенно после таких серьезных каких-то наших ситуаций, проблемных,
он критикует их за нерешительность. Вот нерешительность, он говорит, называет это нерешительностью, но фактически это возможно, тоже связано с правосознанием, когда человек не может вот эту рамку увидеть, где границы, и он не может увидеть внутри вот этих возможностей, потому что вот эти возможности внутренние, это есть широчайшее, глубочайшее поле для творчества. И для тех, кто обладает властью, и тех, кто не обладает властью, простого гражданина, это поле для творчества. Делай, твори, предлагай, создавай. Вот это очень важный момент. То есть это касается не только молодежи, и взрослых людей. И поэтому страны, в которых высокий уровень правосознания граждан, он дает им поле для творчества. Поэтому они хочу сказать, что именно Конституция, закон, право, это основа для усиления человеческого капитала. То есть если у нас Конституция говорит, что человек, права, свободы его — это главная ценность, да? Светскость и социальное государство, демократия — это все наши ценности, то это дает человеку просто неограниченное поле для развития. То есть это как раз адами капитал, человеческий капитал. Это здесь принцип, что люди — главная ценность, правильно, наша. Но люди, их ценность будет повышаться, если они будут творческими, но если они будут прикладывать усилия для изменения своей жизни и окружающей. И для этого в том числе нужна Конституция, и нужно ее понимать. Я согласен с Мырзабеком Сардарбековичем. Мне кажется, то, что Мырзабек Сардарбекович отметил, эти черты, когда люди видят лишь ограничения и нерешительность во власти, это некие такие тенденции, которые идут с советского времени в общественном сознании у нас. Эта нерешительность во власти, она откуда проистекает? Она из того, что с советского времени еще шла централизация власти, и люди просто не хотели брать на себя ответственность. Пусть у меня есть начальник, пусть он сам и решает, и так далее. Как у нас говорят, инициатива наказуема. Есть такая шутка, она тоже уже давно идет. И точно так же западные люди, где гражданское общество сформировано, они видят в этих законах возможности в Конституции, а наши люди, действуя по принципу жесткость закона компенсируется, тем, что ты можешь его не выполнять, да, они наоборот в этом законе видят какие-то постоянные ограничения, жалуются и так далее. Как эта формула, куда смотрит Акимат, да. Люди же, в обществе, будем говорить откровенно, люди в основном критикуют. Когда говоришь, в Конституции, они начинают говорить люди, что Конституция, кто ее соблюдает и так далее, и так далее. Обычные люди в обществе очень часто так говорят. И это говорит о том, что уровень правосознания, он еще не сформирован, к гражданскому обществу мы еще не пришли. И это нежелание взять на себя ответственность за свою жизнь, за свое государство, это критика власти постоянная. Когда ты спросишь, например, Акимат то, Акимат все и так далее, что бы ты сделал, да? Поставь себя на место Акима и так далее, ты как бы поступил, так же или как-то иначе? И люди начинают замолкать. Кстати, недавно были же выборы, да, где, были первая возможность людям быть самовыдвиженцами, не от политических партий и так далее. И люди, некоторые, была хорошая возможность. Ты, например, всю жизнь критикуешь власть. Критиком, таким. Да. Ты критикуешь власть. Пожалуйста, иди на выборы, пусть за тебя голосуют, становись поселковым акимом и посмотрим, что ты сможешь сделать для того, чтобы сделать лучше, чем это было и так далее. И Конституция тоже, эти поправки 22 года, они эту возможность тоже дают человеку. Поэтому я думаю, что наше общество должно все-таки эволюционировать в этом отношении, идти вперед, и это очень хороший посыл, но этот посыл должен
постоянно в общественном сознании проводиться, как какая-то, я не знаю, реклама, что ли. Это должно быть, да, через социальные сети, постоянно нужно это все проводить, потому что, ну, к сожалению, нужно вот воспитывать так, людей воспитывать, человека, не в плохом смысле, не в смысле там какой-то диктатуры, промывания мозгов, а в смысле именно воспитания, осознания каждым человеком тех возможностей, которые у него есть, и не так, что, вот, ну, у нас есть Конституция, да, ну, я ее не читал и так далее, а так, чтобы знать этот закон, гордиться этим законом и в повседневной жизни применять. Да, шынымен де, да, әр адам өзінен бастау керек қой, негізі, да, человек должен начинать с себя, да, ну, вы правильно говорите, что многие люди, которые даже не знают законы, да, некоторые даже, вообще, когда говорят законы, люди всегда боятся, вот, да, вот есть же такое, да, даже когда нас останавливают сотрудники, да, ГАИ, вот, мы сразу начинаем бояться, потому что мы не знаем закона, да, біз өзіміздің іштегі нәрсемді, жаңағы, как вы говорите, ресурсы, да, мы свой капитал не понимаем, из-за этого, да, у нас всегда такая боязнь, когда нас кто-то останавливает, или просто даже подходят сотрудники, да, и мы сразу, я не знаю, там быстро қашып кету, да, сондай нәрсе ғой негізінде. Бірақ бұл конституция деген жаңағы шынымен де адамды қорғау ғой, это первое, это защита, сен өз елінің гражданині болғаннан кейін, азаматы болғаннан кейін, ол конституция сені шектеу емес, это защита твоя, да, и там, мне кажется, надо сперва бірінші оқу керек, сосын ғана уже сен бірдемесін что-то можешь это сказать, да, вот даже, да, нам дала, да, возможность даже государство просто выйти, да, ну, ты само движение, пожалуйста, выйди, да, но это нелегко просто сказать, я хочу, нет, это надо собирать, да, голоса, это надо встречаться, да, все, адамдармен кездесу керек, это большая работа, и никто не хочет это выполнять шынымен де, просто они хотят вот так прийти, диван сказать, все, мен әкім болам, ну, если сенің ішіндегі внутри, если у тебя нету капитала, ішінде бір ой, ресурсың болмаса дегенде, ол іштеме шықпайды негізі одан. Енді біздің енді жалпы енді сіздерде білесіздер, барлықтарымыздың істеп жатқан жұмысымыз осы біздің еліміздің тыныштығы үшін істеп жатқан жұмысымыз. Жалпы енді ол конституцияда да жазылған. И вот такой вопрос. Почему конституция важна для сохранения межэтнического мира и согласия в Казахстане? Я начну? Да. Ну, прежде всего следует отметить, что в преамбуле нашей Конституции написано, что мы народ Казахстана. А в настоящее время в нашей стране ведется политика по формированию единой нации. Нация – это гражданская общность, которая включает в себя представителей всех этносов, проживающих на территории нашей страны. Это и казахи, и русские, и украинцы, и немцы, и чеченцы, и многие-многие другие этносы. И вот как раз-таки Конституция, ряд ее статей, она регулирует то, что мы едины, то, что недопустимо дискриминация по национальному признаку, по конфессиональному признаку, по языку и так далее, и так далее. Вот в этом отношении Конституция закладывает основы межэтнического согласия. К тому же Ассамблея народа Казахстана, которая в этом году тоже отпраздновала 30-летний юбилей, она тоже имеет конституционный статус. Этот статус она получила в 2007 году, когда из Ассамблеи народов Казахстана была как раз-таки переименована в Ассамблею народа Казахстана. Мы один народ, мы одна нация, это наша земля, мы хозяева на этой земле, и мы должны быть ответственными за будущее этой земли, за будущее этой страны. И очень важно, что в 2022 году было внесено изменение, по которому раньше было до этих изменений, что 9 человек от Ассамблеи народа Казахстана рекомендовалось в Мажилис, которые проходили без выборов, становились депутатами Мажилиса. Это подчеркивало этническое многообразие нашего общества и так далее. И после 2022 года, значит, президентом было внесено такое изменение, что сейчас в Мажилис без выборов никто не проходит, что на самом деле является правильным, потому что, ну, вызывало это критику. Почему все остальные Мажилис проходят через выборы, а Ассамблея просто выдвигает и все по согласованию с президентом. То сейчас 5 человек проходят в Сенат по согласованию с президентом, в Верхнюю
Нижнюю палату парламента, а мажилис уже все на общих основаниях избираются. Это повышает статус ассамблеи, потому что Сенат это законодательная у нас палата и так далее. Вот в этом отношении тоже очень и очень важно. И я думаю, что межэтническое согласие, которое оно есть, оно имеет вот эту базу, эту опору именно в Конституции. Енді Денис Анатольевич, мынау Конституцияда біз Қазақстан халқымыз деген сөз, мы народ Казахстана, это говорит о том, что главным субъектом является народ. Мы народ, кто принял эту Конституцию, да, народ является главным субъектом власти в Казахстане. И дальше в Конституции есть статьи, посвященные Ассамблее народа Казахстана. Это говорит о том, что внутри вот этого большого субъекта народа Казахстана огромную отдельную роль Конституция выделяет Ассамблее народа как особому субъекту власти. То есть не просто не какому-то другому органу, да, там, который, ну, понятно, есть там и Конституционный суд, и парламент, и Верховный суд и так далее. Но есть еще и вот статьи, посвященные отдельно Ассамблее. То есть это говорит о том, что вот такое особое отношение Казахстана именно к народу, как полиэтническому народу. То есть это такое уникальное вообще явление. Ондай жағдай әрбір мемлекетте кездеспейді, әрбір конституцияда кездеспейді. Ол біздің ерекшелігіміз. Осындай баптардың негізінде біздің бірлігіміз сақталуда. Өйткені бірлік дегеніміз не? Что такое единство? Единство — это связи. Ну, народ может быть полноценным, эффективным субъектом только если он в единстве. Ну, если единства нет, если есть разобщенность, если есть конфликты, например, да, то никакой субъектности здесь не будет. И мы видим это во многих странах. И вот эти статьи, они обеспечивают и гарантируют нам сохранение этой субъектности внутри страны, внутри народа, в единстве и в том числе через деятельность Ассамблеи народа Казахстана. Это особое явление. И біздің міндетіміз оны әрқашанда талқылауға, оны насихаттау, оны жастарға, біздің жаңа ұрпақтарға жеткізу, және осы Конституцияның баптарын біз жаңа басында айттық, ол мүмкіншіліктер, это возможности. И эти возможности надо дальше творчески развивать, укреплять, и чтобы это было еще более эффективнее для нашего будущего, и чтобы это давало гарантии, что у нас не будет не то чтобы конфликтов, но наоборот мы будем всегда укреплять наши связи и созидать страну. Здесь я бы хотел отметить еще, есть противоположности между реальной правовой ситуацией, нақты құқықтық жағдай, мысалы еліміздегі, және Конституцияның. Әрбір мемлекеттің арманы осы бар болған Конституция, жазылған ата заңына осы құқықтық жағдайды келтіру. То есть, чтобы вот народ жил по писанному закону. То есть, если мы говорим, что человек, его права и свободы высшая ценность, значит, мы должны защищать, и никто не имеет права там вредить человеку, там, и не говоря уже о том, чтобы здоровью или его жизни угрожать, да? Это вот в Конституции написано. Но в реальности у нас есть бізде қаншама қылмыстар, ауыр қылмыстар пайда болады. Біз күнде көреміз ондайды. Мы каждый день видим нарушение закона, нарушение конституционных прав. И задача любого государства привести в соответствие писанную Конституцию и реальную правовую ситуацию. Но опять же, привести в соответствие не в контексте ограничений, а в контексте ограничений и возможностей. То есть максимально этот закон применить, использовать и его сказать, вот как этот закон работает. Мне қараңыздар, мына заң қалай жұмыс істейді.
біздің өмірімізді қалай өзгертіп жатыр, біз мынаны істедік, ешқандай шектеу жоқ, мынаны істеуге болады, осындай можно проводить фестивали, я не знаю, конкурсы там, что хотите, делайте что угодно. Нету нарушений закона, нет, все делайте, отдыхайте, гуляйте, встречайтесь, пойте, танцуйте связи, и так да, далее. вообще. То есть это все в рамках закона. Поэтому вот это очень важный момент, когда мы используем Конституцию в созидательных целях. И Ассамблея народа здесь, мы знаем, она играет огромную роль, и все ее подразделения внутри и так далее. Ну, да, шынымен и вправду, да, в Конституции, да, есть прям отдельно, прям, да, прям Ассамблея народа Казахстана, там прям хорошо прям написано, да, ну, дұрыс айтасыз, да, закон это, ну, как, если правильно его понять, его не ограничивает, да, человек, он просто дает правильное направление, дұрыс бағыт береді ғой негізінде. Заңмен жүрсең, өзіміздің бауыржан атамыз айтқан, заңға бағынған құл болмас дейді ғой, сондықтан да надо понимать правильно эти законы, и это дает тебе не запреты, а направление, правильное направление. Да, и наши, ну, вот, когда мы ездим, да, выезжаем в регионы, да, вот с ассамблеей, да, вот вместе с вами, да, ездим постоянно, вы у нас алдыңғы қатарда жүретін, кәдімгі сіздерге қарап отыратын спикерлар, мықты спикерлардың бірісіздер ғой сіздер, енді мойындау керек. И вот у меня тоже некоторые там папина братья вот, спрашивают, да, что вы там делаете в ассамблее? Они все думают, что это одеть костюмы, да, какие-то разные, да, выйти на сцену, спеть песню, концерт там 40-30 минут показать, но на самом деле роль ассамблеи, да, если это написано в Конституции, и каждый гражданин, если прочитает эту Конституцию, он поймет, какую большую, да, роль играет наша ассамблея в обществе негізінде. А некоторые көбісі ойлайды, да, и что если это вы ассамблея, значит все там у вас танцы, пляски, сцены, да, выступаете, но мы, да, наверное, сейчас дополните меня, мы выезжаем, да, там в отдаленные регионы, приграничные, да, регионы, да, и мы там проводим, да, часами, встречаемся с населением, потом еще ходим в торговые дома, ходим на базар, да, общаемся с людьми, и вы тоже өздеріңіз сол жерде жүресіздер ғой негізі. Сондықтан ассамблеяның рөлі негізі біздің қоғамда өте үлкен ғой. Сол туралы өздеріңізде бір толықтырып айтып кетсеңіздер, если вы дополните со своей стороны. Вот нашу роль ассамблеи в обществе. Да, безусловно, хотя на самом деле, вот именно говоря с точки зрения влияния на общественное сознание, вот именно эти концерты, фестивали, они тоже необходимы, Да, потому что люди, они учатся, видят другую культуру, другие языки через танец, через песни, через костюмы. Это влияние художественной культуры, искусства, оно неоценимое, оно тоже должно быть. И вот та толерантность, о которой мы говорим, то умение налаживания межкультурных связей, оно идет в том числе и через вот такие концертно-массовые мероприятия. Хотя ассамблея на самом деле, и может быть не все об этом знают, что занимается и благотворительностью очень серьезно, занимается и медиацией, занимается, и работает по, значит, по предотвращению кризисных моментов не только в межэтнической, но и в межконфессиональной сфере. В общем, очень-очень большой, научной, безусловно, очень большой объем работы, и в этом отношении ассамблея, ну, действительно много делает. А те, кто считает, что ассамблея это просто, значит, те, кто выкачивают бюджетные деньги, ну, это очень большая ошибка. Иногда в социальных сетях можно увидеть, потому что вот они получают там миллионы и так далее. Мы с Мирзабеком Сверданбековичем вообще ничего не получаем. Мы как бы на общественных началах участвуем в этом всем, и вы тоже не озолотились, так сказать. Поэтому в этом отношении люди, к сожалению, думают, что те, кто сидит в ассамблее, они там на постоянной какой-то зарплате высокой и так далее. На самом деле люди работают годами за идею. И именно вот эта идея укрепления общества, укрепление межэтнического согласия, она движет. Почему? Потому что и для меня, и для Мирзабека Сверданбековича, и для вас, я думаю, что вот эта деятельность в рамках Ассамблеи народа Казахстана — это наш гражданский долг. Ну, вот это то, что мы считаем по зову души, что мы должны делать, потому что если мы не будем вот встречаться, обсуждать, говорить об этом, то люди будут больше слушать людей, которые критикуют, которые дают дезинформацию, которые деструктивную идеологию проводят и так далее. А в интернете же сейчас очень много таких людей, к сожалению, которые вот видеоролики, социальные сети запускают, провокаторов очень много. Поэтому важно об этом говорить именно в том смысле, чтобы люди слышали, видели, понимали.
И в этом отношении вот тот повод 30-летия Конституции, благодаря которому мы сейчас собрались и обсуждаем и ассамблею, и основной закон страны, это ну, очень хороший повод вспомнить об этом документе и вспомнить о деятельности ассамблеи, говорить об этом, пропагандировать, приглашать людей, потому что не все знают, что, например, этнокультурные объединения изучают национальные языки в рамках Корамдык Келесам, они изучают разные языки, можно прийти, можно изучать абсолютно бесплатно, все это делается, можно познакомиться с традициями, обычаями своего народа, потому что, ну, не во всех семьях они сохранились, и если кто-то желает узнать об этом, прикоснуться к духовному наследию своих предков, можно прийти, все это узнать, и это здорово, это хорошо на самом деле. Хотя ассамблея, она проводит не только это, не только вот это единство в многообразии, но и ассамблея, она проводит то, что скрепляет всех нас. То есть мы, как единая гражданская нация, объединены нашим государственным казахским языком, нашей национальной культурой, нашими общенациональными ценностями, о которых говорил на 3-м заседании национального Курултая президент Токаев. И это тоже очень важно. То есть важно не только знать, вот я, например, там русский или немец, и я знаю традиции, обычаи своего народа и так далее, но и знать, что я гражданин Казахстана, а в моей стране, в Казахстане, есть вот такие ценности, вот так вот развивается наша страна. Вот этот государственный язык нас объединяет, и я там его тоже знаю, там стараюсь на нем разговаривать и так далее, и так далее. Учить люди тоже должны это. Поэтому это вот очень важные моменты. Да, шынымен де, да, ассамблея. Мынау концертті өткізудің өзі өте күрделі еңбек қой. Вот. Провести концерт — это не просто там, ребята, выйдите на сцену, оденьте костюмы и там спляшите. Это же люди годами, некоторые этим занимаются профессионально. А олар мысалы сол концерттің алдында қосылған кезде, осындай бағдарлама жасаған кезде, сендер бірінші шығасыңдар, сендер келесі анау сценарий жазған кезде, ол өте ерекше, өте күрделі еңбек. И сол концертті дайындаған кезде жастарымыз, үлкен кісілеріміз, сол концертке қатысқандар, өзге ұлт өкілдері бәрі де, олар сол концертте, сол еңбекте бірігеді. То есть люди вот в концерте объединяются. И я хочу сказать, даже вот наши выезды в регионы, когда мы ездим, представители этнокультурных объединений, мы своей делегацией показываем вот это единство. Согласитесь? То есть мы когда садимся за круглый стол, да, когда мы говорим, вот это Ульяна Львовна, представитель корейской общины, ЭКО, это вот азербайджанская, это таджикская и так далее. И все в одной машине. И все мы в одной машине, все идем вместе обедать, а люди, когда даже на нас смотрят, это тоже оказывает определенный эффект. И самое важное, что вот деятельность ассамблеи и работа в ассамблее, она вот как раз формирует у всех членов ассамблеи, и те, кто рядом с нами помогает, когда-то поддерживает и какой-то вклад вносит, она формирует у нас правильный интерес друг к другу, как этносам. Потому что вообще любые конфликты межэтнические и межконфессиональные, их в основе лежит всегда ксенофобия, боязнь, страх чуждого. А страх преодолевается через познание чужого. То есть если я, например, ну это даже в психологии, там, если ребенок боится собаку, да, как-то испугали его, да, в детстве там, то ему покупают щенка, гладит он, и он растет, и у него страх пропадает. Потому что он через интерес, через познание объекта страха, субъекта страха, у него страх исчезает. И вот, к сожалению, мынау бізде қазір бұқаралық ақпараттарда, интернетте көптеген осындай деструктивті идеялар. Мына ұлт өкілдері осындай, эта нация вот такая, они вот это едят, они вот это любят там золото, я не знаю, эти жадные, эти еще что-то. Это все стереотипы, которые формируют эту фобию, ксенофобию, боязнь чужому. А ассамблея, она показывает, что не надо бояться, надо интересоваться. Если ты будешь интересоваться, қызығушылық болған кезде, сен ана объектті, сол ұлт өкілдерді, олардың мәдениетін сен білгеннен кейін,
ешқандай қорқыныш болмайды. Ты не будешь бояться, потому что это там, потому что вот Денис Анатольевич сказал про ценности. Основные фундаментальные ценности у всех одинаковые. Ценность — это мысль, которая отвечает на вопрос, зачем ты это делаешь. Вот, например, идея отвечает на вопрос, что делать? Ну, там, воевать, драться или жить мирно, интересоваться, познавать. А ценность отвечает на вопрос, зачем делать? То есть, если любую нацию, этническую культуру, их традиции, обычаи копать глубоко-глубоко до фундамента, мы увидим, что ценности, зачем они это делают, у всех одно и то же. Чтобы жить, чтобы рождались дети, чтобы росло поколение, чтобы мы творили, созидали, и все у всех одинаково. А то, что там внешние какие-то атрибуты, это вот интересная культура с точки зрения вот традиций, обычаев и ментальности там. Это все, конечно, разное. Но фундамент у всех один. И сондықтан мынау біз Қазақстан Халқы Ассамблея өзіміздің облыстық филиалында осындай қызмет еткен кезде біз осындай қызығушылық тудырып, бір-бірімізді біліп, бір-бірімізді ашып бір-бірімізге. Осындай ашық түрде біз кез келген осындай қайшылықтарды оларды шешеміз. И адам нағыз еркін өмір сүреді. Нағыз еркін өмірінің иесі ол ештеңе, ешкімді қорқпайтын адам. Қазақтың мындай мақалы бар. Жақсы жан ешкімді жатырқамайды. Ол деген не только нақты адамды, ол и ұлтқа да байланысты. То есть это жатырқау деген, это когда боится, да, человек. Вот қазақ халқы ешкімді жатырқамады. Кезінде қаншама ұлт өкілдері осында жер аударып келгендер. Ешкімді жатырқамады. Ни ұлтқа, ни дінге қарамастан, ни олардың бет бейнесіне қарамай. Олар барлықтарды қабылдады. Қалай қабылдады? Олардың жандарын, өмірлерін, денсаулықтарын сақтап. Міне қазақ халқының ерекшелігі. То есть это вот вещи, которые мы должны сейчас опять все время об этом говорить. И наша деятельность, я просто иногда вот думаю, ну там иногда так, перед сном, я вот думаю, а если бы мы это не делали, вот, просто ничего, не было бы ассамблеи, ничего бы мы не делали. Вы знаете, я не знаю, что было бы со страной, с народом. Никто бы не справился, наверное, правоохранители, никто, ни спецслужбы там, я не знаю. Потому что это огромнейшая работа. Может, мы даже друг друга боялись бы. Да, А именно вот деятельность ассамблеи, и все это на основе Конституции, опять же. Да, көбісі, да, и правда говорите, да, көбісі ойлайды, если вы постоянно ходите в ассамблее, что это всегда там оплачивается, всегда там и нет. Это не так, что да, это как-то зов сердца, да. Это как волонтерство, что да, зов сердца. Это человек, который хочет там оставить в обществе, да, там өзінің ізін қалдырғысы келеді, да, өзінің атын қалдырғысы келеді, мен осылай өзгертіп едім, осылай істеп едім деген сияқты. Сондықтан да мы и правду прям выезжаем отдаленные регионы, да, вот даже. Негізде өзіміздің ізімізді қалдыру деген ол ең соңғы құндылықтардың бірі болып саналады. Ең соңғы, самый последний. Ну, вспомнят хорошо. А первая ценность, зачем мы это делаем? Это вот сохранить единство, потому что все мы понимаем, что такое единство. Потому что когда человек этим занимается, даже вот представители этнокультурных объединений, они этим уже многие профессионально занимаются. И они, это мне нравится, что когда многие из них, они не имеют ученых степеней, они профессионально не занимаются наукой, но они уже на вот эти вот ситуации кризисные, противоречивые в обществе возникающие, они смотрят на них свысока, на уровне высокого критического мышления. И они понимают, что это ошибки, которые допускают люди по незнанию, невежеству своему там, и потому что там под влиянием каких-то факторов. Сондықтан бұл жерде ассамблеяның рөлі өте маңызды, күрделі. Бұл жерге мысалы мен ойымша мысалы ассамблеяның құрамы, оның мысалы мүшелердің саны вообще оны шектемеу керек. Не надо ограничивать. Хочет нам помочь какой-нибудь студент, волонтеры,
они должны прийти, посмотреть, увидеть, как это, зачем это делается. И даже вот когда они будут интересоваться, что вот это особый институт, который занимается особой деятельностью, потому что если мы этим не будем заниматься, действительно, никто к нам за рубежа, да, там кто-нибудь, как бы он ни желал нам добра, он не скажет, давайте мы вам поможем, давайте вот. Это все наше біздің өзіміздің шығарған, пайда алған біздің шығармамыз, сондықтан біз оны мына әрқашанда оны күшейту керекпіз. И это вот основа и тоже своего рода гарантия, как наша Конституция, Ассамблея — это своего рода тоже гарантия, что у нас мы будем всегда стремиться к единству. Вот это очень важно. Да, шынымен де біздің ассамблеяның басты мақсаты ол әрине бірлік қой. Бірлік бар жерде тірлік бар деп текке айтып кетпеген ғой атамыз. Сондықтан да ең басы бәрі бірліктен басталады. Бұрынғыда да үлкен дауларды сол бірігіп шешкен ғой. Сондықтан да бізде енді Құдайға шүкір онда үлкен дау болмасын. Енді бірақ енді сол дауды қылдырмау, сондай конфликттер болдырмау үшін біздің ассамблея үлкен еңбек атқарып келе жатыр. Мен енді өз атымнан, ассамблеяның атынан осы жерде сіздерге де өз рахметімізді айтқымыз келеді. Өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп осы бізбен ездите с нами, да, вот время свое уделяете, ездите в отдаленные регионы, которые еще даже никто не был. И когда мы ездим туда, мы сперва объясняем, кто мы, потом мы объясняем, что такое ассамблея, да, и потом даже бывает, что люди говорят, приезжайте еще раз, да, вот даже мы сегодня ездили, Красный Пресень деген ауылға бардық сегодня, да, это почти приграничный район, приграничная деревня, всего там 1500, может, живут людей. И вот мы с ними поехали, пообщались, и там люди, которые хотят знать, білгісі келеді да, бірақ қайдан білу керек, неден білу керек екен, көбісі біле қоймайды. И все сидят там в Инстаграме, ТикТоке, а мы знаем, да, что ТикТок, Инстаграм, если ты это неправильно используешь, да, это может и прям против тебя пойти против тебя, и уже соны прям жаман аяқталуы мүмкін, да. Сондықтан да біздің ассамблеяның істеп жатқан қызметі өте үлкен, және де енді уже 1 сағат уақыт, уже час прошел, как мы общаемся. Сондықтан да өз атынан сіздерге рахметтерімізді айтамын, және де келе жатқан осы Конституция мерекесімен біздің қостанайлықтарды, қазақстандықтарды құттықтап жүрсеңіздер, поздравить, да, наверное, с праздником Конституции, с Днем Конституции, наших костанайцев, казахстанцев. Давайте, Денис Анатольевич, с вашего начнем. На камеру. Дорогие соотечественники, уважаемые костанайцы, жители нашей области, я от всей души поздравляю с наступающим праздником, юбилеем нашей Конституции. Знать Конституцию нужно, читать ее нужно, и сохранять ценности Конституции — это значит сохранять наше единство, сохранять нашу солидарность, быть ответственными за свою жизнь, за будущее наших детей, за будущее нашей страны, потому что наш долг — оставить потомкам эту страну также в мире, в согласии, развивающейся, процветающей. Сегодня мы говорим о единстве, и ценность единства актуализируется тем, что происходит в мире. Посмотрите, что сейчас в мире происходит. Это же ужас, что происходит. А мы в Казахстане свободны, у нас экономические отношения, свободный доступ к информации, свобода передвижения. Нужно все это ценить. Наши матери не переживают и не волнуются за своих сыновей, что они пойдут куда-то на войну или погибнут. Это нужно ценить, это нужно беречь и оставить нашим следующим поколениям. И все это имеет корни как раз-таки в Конституции нашей страны. Еліміз аман, жұртыңыз тыныш болсын, Конституция құнымен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Құрметті отандастар, құрметті жерлестер, мынау келе жатқан Конституция күніміз құтты болсын. Әрине ең бірінші зор денсаулық баршамызға, еліміз аман, заманымыз тыныш болсын. Біз әрқашанда әр күні өзіміздің ата заңымыздың барлық мүмкіншіліктерін, оның барлық осындай ерекшеліктерін толық пайдаланып, өзіміздің өмірімізді жақсартып, өзіміздің қаламызды, өзіміздің туған жерімізді, елімізді өркейтіп, көптеген жетістіктерге жете берейік. Амин.
Рахмет. Рахмет сіздерге, мереке құтты болсын. Құрметті достар, сіздермен ауызнамай подкаст болды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.